Привет, друзья! Я Туяра, и вы на моем канале. Сегодня я начинаю серию видео о переезде, об эмиграции. Мы с 21 года с семьей живем на чемоданах. И все, что я сегодня буду рассказывать из собственного опыта, так что будет вам полезно. И я решила еще надеть вот такие сережки якутские из серебра. Конь, как современная кочевница и дочь кочевников. И плюс еще вот бриллиантик. Это как символ солнца, который светит наш путь. Итак, поехали. Начинаю свой рассказ. Мы живем на чемоданах, как я и говорила. И я собрала свой весь опыт, свои замечания и те мысли, которые, если бы я знала чуть раньше, иммиграция, конечно, бы переносилась чуть легче. И расскажу такую историю. Даже когда мы жили в Якутске, мы последние 2 года снимали свой частный дом. Ну как, и люди удивляются, почему у нас есть своя квартира, мы не живем, а снимаем у других людей. Как это произошло? Ну, хотелось нам сменить обстановку, поэтому мы сдали свою квартиру и переехали в частный дом со своим участком и попробовали такой опыт. Нам это очень понравилось, и даже в шутку тогда супруг сказал: классная же идея, давай так жить. Сейчас мы, оглядываясь назад, думаем, мы, видимо, очень громко сказали, что за это время мы пожили в очень разных местах и странах уже, в городах, и судьба нам подарила такую возможность увидеть этот чудесный мир. И в 2021 году мы отправились в самое большое путешествие. Об этом я сняла отдельное видео на 2 языках, на якутском и на русском. Можете посмотреть. И уже тогда я начала делать свои пометки, что очень важно, чтобы переносить иммиграцию более мягко. И первый пункт – это свое постельное белье. Очень интимная часть, потому что вы, если часто переезжаете, то не факт, что везде будет хорошее, качественное постельное белье. И лучше всегда иметь свою любимая подушка, именно тот постельный набор, который вы сами выбирали, и явно вы потратили на это какое-то время, именно с учетом своих там желаний, пожеланий, цвета, ткани. Поэтому это очень важно иметь что-то свое. Да, я понимаю, что это постельное белье не самое такое легкое, да, то есть это занимает много места, если тем более вы большая семья. Но если даже на 1 человек, то в любом случае наличие своей любимой подушки, постельного белья — маленькая деталь, которая будет приносить вам радость. И тем более в другой стране, даже в другой город вы переедете, то это надо будет заново все покупать, на это тратить время свое. Когда оно у вас с собой, то этот вопрос сразу же отпадает. Например, я жалею о том, что с собой в свое время не взяла свое постельное белье. Это такая деталь, такая грустненькая немножко. И когда, например, мы переехали в Астану, мы приехали вообще без ничего. Как-то такая паника была, поэтому без постельного белья, даже без полотенец. Но мы встретили хороших людей, мы сняли квартиру у хороших людей. И в конце концов я даже у них попросила это постельное белье, и до сих пор мы пользуемся этим постельным бельем. Поэтому я же говорю, что это очень важно, иметь свое постельное белье. Бывает то, что мы останавливались, например, в дороге, там, в номерах гостиницы или в съемных квартирах, и там постельное белье бывает не очень хорошего качества, поэтому лучше свое иметь с собой. Второй пункт – это любимая утварь, потому что посуда нужна всегда, и не факт, что в новом месте вы быстро найдете, например, любимую чашку. Я свою посуду, конечно, большую часть стараюсь всегда с собой брать,
Во-первых, у меня именно не в национальном стиле. Это греет прям очень душу. И она уникальна. Я ее из Якутска с собой все время это вожу с собой. И, например, у вас могут быть, если даже не получается вот чашки с собой возить, то лучше, наверное, взять какой-то предмет на кухне. Это может быть мутовка, например, у меня своя, или что может быть? Любимая тарелка с какими-нибудь смешными надписями. И вот наличие предмета из ваших воспоминаний в новой кухне, она будет приносить много радости и ощущения того, что вы дома. Третий пункт, который поможет вам легко влиться в новое место, это питание, качественное питание, хорошее питание, найти любимые овощи, фрукты. Это очень важно. Может быть, мясо вы любите. И нужно всегда хорошо питаться, потому что от этого зависит наше здоровье и самочувствие. Так что готовьте еще дома ваши любимые блюда. Если вы всегда завтракаете, например, готовите какую-то особенную яичницу, готовьте ее. Такая привычная еда поможет вам легче адаптироваться и привыкнуть к новому месту. Еще один пункт – сохранять свои традиции. Если вы, например, семья с ребенком, с детьми, то эти традиции помогут адаптироваться вашему ребенку. Если вы всегда любите там днем поспать, после обеда погулять, вот эти традиции старайтесь придерживаться. Потому что эти традиции, в них очень много заложено. Если вы любите смотреть фильмы по субботам, именно по вечерам, они помогают нам вот именно, дают ощущение вот дома, о том, что вот все привычное, оно перетекает в новое место. Находите любимые места. В любом случае человек – это существо, которое привыкает к определенным местам, людям. И вот это я еще заранее говорила о том, что о традициях. Традиция вот найти свое любимое место. Возможно, любимый парк, куда вы будете ходить, любимую кофейню, там, где бариста знает, что вы любите, или подают хороший кофе. Что еще может быть? То, что вот какое-то место, где вам комфортно, где вы себя чувствуете хорошо. Эти места, возможно, сами вас найдут, но постарайтесь находить уже свои места с первых дней. И еще один пункт. Когда мы в переездах, на чемоданах жизнь нас протекает, то мы можем смириться с какими-то или принять какой-то факт неудобства. Не делайте так никогда. Например, вам не нравится, как лампа горит, желтоватым, например, да, или каким-то слишком белым, ярким светом. Вам не нравится? Меняйте. Вам не нравится, как стол шатается? Подложите что-нибудь или, не знаю, поменяйте стол, если это возможно. Не надо ни в коем случае мириться с неудобствами. Человек, конечно, может чему угодно привыкнуть, но не надо привыкать к плохому. Стремитесь жить с комфортом, с максимальным комфортом, который вы можете на данный момент себе обеспечить. И самый неожиданный пункт. Сделайте что-нибудь во благо мира, в общество. Свой личный такой маленький вклад. Я для себя решила продолжить сортировку вторсырья и сдавать ее на recycle. Об этом тоже есть видео, как я, будучи в Алматы, вот это делаю. Это вот такой мой вклад и моя благодарность новому месту. Кстати, я вот эту традицию продолжаю везде, где я жила. И также мы выбрали путь минимализма. Мы не делаем каких-то покупок необдуманных.
оно нам ни к чему, потому что нам потом ее с собой возить и таскать. Это занимает много места. Поэтому у нас минимализм и экологичность. Вот такой вклад в мир мы делаем. Вклад мы делаем в тех местах, где мы живем, это покупаем только местную продукцию. Это может быть местная еда, местная продукция какой-нибудь там, например, одежды, носков, да, какой-то такой вклад именно стараемся покупать только у местных ремесленников. Еще делаю вклад, изучая историю тех краев, где мы живем, или же стараемся, если мы в другой стране, стараемся учить тот язык. Ну, например, в Казахстане мы живем последние вот уже несколько лет и стараемся изучать казахский язык. Ну, не полностью, конечно. Использовать какие-то слова, например, ну, здороваться, саламатсызбы, или қалайсың говорить, да, как у вас дела, ну, рахмет. Это всегда приятно людям, которые слышат свою родную речь. И это вот дань уважения. Всего 8 пунктов, которые мне показались очень важными и полезными о том, чтобы чувствовать себя везде как дома. Если у вас есть какие-то новые дополнения, пожалуйста, пишите в комментариях, и это мы еще обсудим, и, возможно, будем дополнять это видео. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Махтал!